Прошла очередная встреча топографических групп делегаций Таджикистана и Кыргызстана. Определено еще 17 километров линии госграницы. В Кыргызстане найдены мертвыми в СИЗО подозреваемые в убийстве и изнасиловании 14-летней девочки. Таджикским мигрантам, участвующим в восстановлении разрушенного Мариуполя, не выплачивают полную зарплату. Конгресс США согласовал рекордный оборонный бюджет на 2023 год. Состоялась очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Таджикистана и Кыргызстана по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской границы. Как сообщает Департамент информации Министерства иностранных дел Таджикистана, очередная встреча топографических групп проходила с 1 по 6 декабря текущего года в городе Баткене. В ходе встречи стороны выполнили проектное описание прохождения линии таджикско-кыргызской государственной границы общей протяженностью 17,66 километров. В целях продолжения работ стороны согласовали план-график встреч на 2023 год. Очередная встреча сторон состоится на территории Республики Таджикистан, отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства. В Кыргызстане в СИЗО номер 5 города Оша найдены мертвыми двое подозреваемых в убийстве и изнасиловании 14-летней девочки. Спецпрокуратура города завела уголовное дело о халатности на сотрудников изолятора, сообщает 24.кг со ссылкой на представителя Наццентра по предупреждению пыток в Волжской области Улугбека Абдулазимова. По его словам, обвиненных перевели в СИЗО из временного изолятора отдела внутренних дел Камдаджайского района. Незадолго до суицида один из умерших жаловался своей матери на пытки со стороны сотрудников ОВД. Также представитель Наццентра добавил, что после перевода обвиненных в СИЗО Оша их осмотрели, тогда начальник медсанчасти не обнаружил на их телах никаких следов побоев. Но после смерти обвиняемых во время вскрытия судмедэксперт зафиксировал нехарактерный цвет у трупных пятен. В службе исполнения наказания сообщили, что мужчин 24 и 25 лет нашли повешенными в ночь на 4 декабря. Рассматривается версия самоубийства. Генеральная прокуратура уточнила, что обвиняемых нашли в уборной повешенными на простынях. Таджикские мигранты, отправленные российскими строительными компаниями на восстановление разрушенного Мариуполя, жалуются, что работодатели их обманули, об этом сообщает радио «Зоди». Некоторые из таджикских мигрантов работают в оккупированном российскими войсками Мариуполе уже полгода, другие прибыли более месяца назад. По их словам, работодатели выплачивают им только половину обещанной зарплаты. Ряд российских строительных компаний предложил мигрантам из Таджикистана заработать на восстановительных работах в Мариуполе. Согласившимся пообещали платить от 130 до 250 тысяч рублей в месяц. Помимо высоких зарплат трудовым мигрантам обещали соцпакет, временное жилье и трехразовое питание. Мигранты жалуются, что за свою работу в Мариуполе получают всего 60-70 тысяч рублей. Такую же зарплату многие из них получали и в самой России. Попытки журналистов получить комментарии представителей строительных фирм и частных лиц, которые занимаются набором и отправкой строителей в Мариуполь, оказались тщетны. За последний месяц в редакцию радио «Зоди» поступило несколько жалоб от таджикских мигрантов, работающих в разрушенном Мариуполе. Сенат Конгресса США согласовал оборонный бюджет США на 2023 год. Ранее он был согласован Палатой представителей. Бюджет составит $847,3 миллиарда, в том числе $800 миллионов на военную помощь Украине. Этот проект оборонного бюджета может стать самым большим в истории США, об этом сообщает «Коммерсант». Оборонный бюджет США на 2020 финансовый год предполагал траты на сумму $778 миллиардов. На фоне войны в Украине растут расходы на оборону. Россия объявила оборонный бюджет на 2023 год в размере около $84 миллиардов, что более чем на 40% превышает его первоначальный бюджет на 2023 год, объявленный еще в 2021 году. В начале ноября парламент Украины утвердил рекордный оборонный бюджет на сумму в $38 миллиардов. Франция увеличила оборонный бюджет на 3 миллиарда евро до 43,9 миллиардов евро. Это стало самым большим ростом за почти 15 лет.
Германия создала спецфонд в размере 100 миллиардов евро на модернизацию Бундесвера. Фонд будет потрачен в течение 5 лет и будет засчитан для выполнения обязательств Германии перед НАТО по расходованию 2% ВВП на оборону.